Бзерышумас Хатырскуаюса. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Неделя прошла быстро, и снова в прямом эфире абхазского телевидения передача «Айзера». Как всегда, мы работаем в прямом эфире. В нашей студии мы продолжаем обсуждать самые актуальные, самые злободневные темы. О сегодняшнем разговоре и его участниках вы узнаете через несколько минут. Пока небольшая пауза, после которой мы вернемся. Не переключайтесь. Это передача «Айзера». Выходим, как всегда, в прямом эфире. Этим вечером поговорим о лекарственном обеспечении отдельных категорий льготников из числа граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в нашей республике. Выбор такой темы стал возможным после новости о ратификации Государственной Думы соответствующего межправительственного соглашения с Республикой Абхазия. Что конкретно предполагается в рамках реализации данного документа? На эту тему поговорим с гостями нашей студии. Итак, этим вечером в студии абхазского телевидения Руслан Инабжбаум представляет фонд внебюджетные инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Ольга Владимировна Когоня, заместитель министра занятости, труда и социального обеспечения. Алхаз Джинджоля, председатель парламентского комитета по здравоохранению, социальной политике и делам инвалидов. Ахраджба представляет у нас Министерство здравоохранения, является руководителем департамента фармации Минздрава Абхазии. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Добро пожаловать к нам в студию. Итак, начнем с с вас, потому что именно Минздрав был уполномочен подписать данное соглашение с Российской Федерацией. Что предусматривает данный документ? Добрый вечер, дорогие телезрители. 22 июня 2017 года было подписано соглашение с Российской Федерацией в области сотрудничества лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан Российской Федерации, которые проживают в Республике Абхазия. Что подразумевается отдельной категории граждан? По российскому законодательству есть федеральная льгота. В этой федеральной льготу входит 9 категорий. И вот по этим 9 категориям на сегодняшний день подписано соглашение, что наши граждане, которые попадают, будут иметь льготу по получению лекарств и медицинских изделий. А попадают исключительно те, кто является одновременно гражданами Российской Федерации тоже, у которых есть соответствующие документы? Да, в данную категорию предусмотрено только для граждан Российской Федерации, которые проживают в Абхазии. То, что касаемо граждан Республики Абхазия, у нас есть другие программы, по которым будут они обеспечены лекарственными препаратами. Ну, это что касается исключительно государственных наших программ. Позвольте, я зачитаю 9 категорий граждан, чтобы было понятно нашим телезрителям, чтобы какие же категории. Это инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий. Ну, вот в этот пункт ветераны боевых действий, это касаемо боевых действий, это по законодательству российскому. Военнослужащие, которые проходили воинскую службу в воинских учебных заведениях, не входящие в состав действующей регулярной армии, то есть это во время Великой Отечественной войны 41-45 годов. Лица, награжденные знаком жителю блокадного Ленинграда. Лица, работающие в период Великой Отечественной войны в объектах противовоздушной обороны, места противовоздушной обороны и на строительных оборонительных сооружениях. Тыловики. Члены семьи погибших, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Инвалиды и дети-инвалиды. Вот основные 9 категорий, по которым мы подготовили регистр со стороны Министерства здравоохранения. Вопрос, когда встал формирование регистра, это нужно было создать определенную программу для того, чтобы всех занести в регистр.
Ахра, насколько я знаю, вот активную поддержку и активную помощь в составлении данного документа, регистра, оказало Министерство занятости, труда и социального обеспечения. Ольга Владимировна, можно вопрос к вам? Скажите, сколько человек попало в этот регистр, что касается вашей сферы деятельности, министерства? Ну, с нашей стороны, в Министерству здравоохранения нашей страны было предоставлено количество 7028 человек. Это общее количество всех тех граждан, которые попадали под эту категорию, под эти 9 категорий, которые должны были обеспечиться лекарствами. Но самое главное условие – это граждане России еще плюс ко всему. Поэтому, когда у нас более четко, да, отсев произошел, у нас осталось, насколько я знаю, около 4000, да? В вашем уже окончательном, так скажем, варианте, в этом регистре. Ольга Владимировна, если не секрет, какая группа самая большая из этих 9? Кого у нас больше в нашей стране? Больше всего у нас инвалидов от общего заболевания второй группы. От общего заболевания второй группы. Ахаз Владимирович, хотел бы адресовать вопрос следующий свой вам, потому что мы знаем, что на предварительном обсуждении данного проекта соглашения текст его попал в Народное собрание республики, и возник вопрос о том, чтобы включить туда обязательно представителей инвалидов Отечественной войны нашего народа, народа Абхазии. Скажите, и эти замечания были учтены, насколько нам известно? Вы не могли бы рассказать о предварительном ходе согласования документа? Работа над самим текстом началась еще до нашего с вами созыва, до выборов, так скажем. Предыдущий созыв работал с этим документом, и, естественно, профильное ведомство Минздрав Абхазии, там, естественно, был один интересующий нас особо пункт о попадании в эти категории ветеранов, инвалидов, вернее, нашей войны. Ну, после долгих согласований эта категория попала в этот список, в регистр, и документ был ратифицирован, уже включая и инвалидов нашей войны, что, конечно, будет для наших ребят, надеюсь, большим подспорьем. Вот, но отдельно графой это не проходит, они включены. Там формулировка, знаете, так укороченная одним словом, это инвалиды, не уточняя, потому что даже в пределах нашей страны понятие инвалиды нашей войны, они тоже делятся на несколько категорий, как бы, и чтобы не вносить сумятицу на одном слове, просто формулировка инвалиды, вот под этой скрываются наши ребята, так скажем. Понял, спасибо. Ахра, Ольга Владимировна сказала, точное количество, прозвучала точно цифра, 4000 человек? Со стороны, значит, Минтруда мы получили общее количество, как было озвучено, до 7000. Но эти все 7000, они не имели гражданства. То есть, когда мы списки подали в консульскую службу Российской Федерации, то есть этот список намного сократился. На сегодняшний день мы, значит, внесли 2000 граждан по отдельным категориям, для которых уже, значит, определены препараты. То есть мы, значит, то есть гарантированно эти 2000 человек, 2000, этот процесс не останавливается, она продолжается. И ежедневно наши, значит, лечебно-профилактические учреждения, то есть у нас это все же предусмотрено только для амбулаторного сегмента. И поэтому все наши поликлиники в режиме, да, значит, ежедневно, значит, они заносят новых людей. И мы со стороны Минздрава постоянно мы видим эту информацию, так как регистр, это уже было сделано в виде программы, и в Министерстве здравоохранения все это мы видим. Идет увеличение постоянно. То, что касаемо, значит, заявки. То есть с нашей стороны, со стороны Министерства здравоохранения, было сделано все. То есть мы подготовили регистр, как, значит, требовало соглашение, все пункты, которые, значит, были необходимы для того, чтобы этот регистр приняли, значит, в Минздрав Российской Федерации, все это было выполнено.
Соответственно, и подготовлена была заявка. Все это по дипканалам было направлено, значит, в Минздрав Российской Федерации. Ну, насколько нам известно, в тексте соглашения указано, что ежегодно Абхазии будет предоставляться финансовая помощь в размере 50 миллионов рублей для того, чтобы обеспечить данную категорию граждан лекарственными и медицинскими препаратами, изделиями. Так оно, так и есть? Да, это, значит, правильно, значит, 50 миллионов. Значит, заложено для льготного обеспечения. И если вы спрашиваете, достаточно ли этих средств для, значит, на 2018 год, оно достаточно. И эти 50 миллионов, если мы его используем в 2018 году, если у нас будет обоснованное, значит, и регистр увеличится, соответственно, мы будем подавать заявку на увеличение. Ах, скажите, какой-то уточняющий у меня вопрос возник. Вот 2000 на сегодняшний день, 50 миллионов. 50 миллионов, в принципе, на какую численность рассчитано? До какого может увеличиться в этом году регистр наших инвалидов, которые будут претендовать на льготное? Ну вот из того, что было сказано, значит, с Минтруда 7 тысяч, да, мы получили. Значит, из 7 тысяч сейчас уже потихоньку, значит, вносится 2000, те, которые, значит, уже внесены. Большинство, значит, из тех граждан, которые, значит, в списке были, у них просрочены паспорта. То есть им просто технически да, нужно продлить срок технически действия. они у нас в регистре есть, но для подачи заявки только принимаются те, у которых есть гражданство. То есть там мы забиваем серию паспорта, где, кем выдано, О препараты. перечне документов, Ахра, вы расскажете чуть позже. Хотел обратиться к Руслану. Руслан, скажите, вы представляете фонд внебюджетных инвалидов отечественного народа Абхазии. Скажите, вот ежегодно какая сумма уходит на обеспечение лекарственными препаратами наших инвалидов Отечественной войны? В общем, ежегодно она растет. Ежегодно она растет. На этот год бюджетом фонда предусмотрено до 30 миллионов, то есть 30 миллионов рублей. Но кто является получателями? Это инвалиды первой, второй, третьей группы? Первой, второй, третьей группы отечественного народа Абхазии. Все. Но это по какому-то ранее согласованному перечню или любое лекарство вы Нет, у нас оплачиваете идет инвалиду? список льготных лекарств. Список льготных лекарств идет. Стараются врачи, инвалиды придерживаться этому, но болезни, они, как правило, не придерживаются твоему списку. Обязательно нужно выписывать другие лекарства. Потом, когда ты выпишешь, если она в список не входит, инвалид все равно не может его купить на эти 7500 рублей, приходится фонду отдельно принимать решение для того, чтобы этот инвалид получил это данное лекарство и, как говорится, чтобы он не умер. А есть у вас специальные свои социальные аптеки, через которые осуществляется выдача? Да. В данный момент у нас, значит, в Ачамчирах, в Сухуме и в Гудаутах планируется, я вот недавно получил информацию, планируется еще в Гаграх и в Тхотчалах открыться. Итого 5. Итого 5 будет. Но в данный момент все равно, вот все это время, значит, фонд, как бы, сколько бы она ни работал, конечно, у нас все время дефицит денег. Это понятное дело. Понятно почему. Потому что, когда фонд открывался в 2011 году, она уже 6 лет работает, было 1150 инвалидов. В данный момент около 2800 человек. Несмотря на то, что ежегодно, по тем данным, которым я лично проследил, Сухумская ассоциация поработала над этим, ежегодно в данный момент, вот на 2017 год, примерно 150 человек инвалидов войны умерло. Это у нас будет увеличиваться, это понятно, но несмотря на это, значит, в 2011 году было предусмотрено вот с небюджетных источников, откуда идет 1,5%, значит, это с фонда заработной платы. Понятно, что она зависит, поступаемые деньги в фонд зависит от того, насколько, в каком состоянии находится экономика. Когда экономика растет, рабочие места появляются, эти 1,5% могут превратиться в большую сумму, или если идет обратное падение, в меньшую сумму. Каждый год, правду говорит, значит, каждый год идет недопополнение, то есть дефицит все время пополнения, вот, доходная часть фонда.
Несмотря на это, предусмотрен фонд дотации из старается, республиканского бюджета. она старается основное, самое горячее, основное всех охватит, кто нуждается в этом. Вот. Руслан, а вы Ежегодно отслеживали, у нас... сколько ребят, инвалидов отечественного народа Абхазии не располагают российским гражданством, не оформили его? И все ли они попали в тот регистр, который формируется Если сейчас? честно, такую информацию сейчас в данный момент, вот по цифре такую информацию вытащить пока невозможно. Это в конце видно будет, но ассоциациями было проведено, фондом было проведено, ассоциации собирали, в фонд принесли, значит, списки инвалидов, это ксерокопии паспортов и удостоверения, значит, фонд, в свою очередь, насколько я знаю, относила, по-моему, в Минздрав относила, если я не ошибаюсь. Но ежегодно, что я хочу сказать, ежегодно у нас все время фонд инвалидов обеспечивает Абхазфармацию лекарственными препаратами. Ежегодно у нас все время долг был у нас перед Абхазфармацией, но в этом году максимум фонд постарался понизить этот долг. Даже один момент до нуля довело, но в данный момент более 3 миллионов рублей долг имеется. Несмотря на это, работники Абхазфармации и правительства старались поставлять, но были очень серьезные перебои тоже. Руслан, вы сами, как представитель фонда, как оцениваете факт ратификации, подписания данного договора и соглашения? Насколько это станет как бы подспорьем для работы фонда? Это очень необходимое, это очень нужное в данный момент, потому что, ну, если смотреть у нас на перспективу, я не вижу, что вот завтра, послезавтра у нас будет какой-то экономический взрыв, у нас будет хорошо, а так как все время идет у нас нехватка в этом плане, а мы, инвалиды, они уже под 50 и более лет люди, мы ежегодно, я вижу, вот вчера, позавчера, буквально месяц тому назад, инвалид, встречал я его, мой товарищ, хорошо себя чувствовал, бодряком такой, а сегодня уже весь погашенный, таких очень много, то есть мы все больше и больше и больше становится болеть. Естественно, и количество инвалидов добавилось. Фонд, трудно будет справляться с таким вопросом, с таким положением вещей ему, и то, что Россия в этом плане, если будет помогать нам, то, естественно, будет высвобождаться определенную сумму денег, тоже в статье именно, что предусмотрено на лекарства, то это можно будет перенаправить на более другие тоже на сегодняшний день. Неотложные задачи. Да, неотложные. Ну, фонд, она исполняет только медицинскую сторону, а вся остальная жизнь, в принципе, за 7500 инвалид, ну, фактически он оставлен самому себе. Это и воспитание детей, и состояние дома, жилья. Это все... Ольга Владимировна, а 7500 это максимальная сумма пособия по инвалидности, которая выплачивает государство? Это размер пенсии инвалида войны второй группы. Второй группы. А первая группа? Основное количество людей. Первая группа 10 тысяч. 10 размер тысяч. пенсии. И с 1 января предусмотрено очередное увеличение для 240, по-моему, инвалидов, которые относятся к особой категории. Да? Обсуждается этот вопрос именно для инвалидов первой группы. Пока этот вопрос обсуждается. Можно это стопроцентное увеличение. Да? Ну, появилась информация в СМИ, Ольга Владимировна, что вопрос уже решен, Кабинет министров принял решение по этому вопросу. Документа пока не было. Не было еще. Да, Руслан. Я хочу к вашему разговору добавить вот такое вот. Да, этот разговор был, она в интернете, она везде, многие инвалиды друг друга спрашивают, что на самом деле первой группе добавились, и там тоже отчетливо нету ответа, нормально на самом деле добавилось или не добавилось. По-моему, насколько я понял, пока она на стадии обсуждения, может какие-то указы приняты, я не знаю. Но добавилось, если будет добавлено, то будет добавлено 100%. Это будет уже 20 тысяч для первой группы. А вторая группа получает, это основная группа. То есть более 2000 человек, это вторая группа. Это основная большая группа. И они получают всего 7500. А многие из них уже состояние здоровья иногда хуже, чем некоторые, чем первой группы. То есть они уже стараются подать на первую группу. И в итоге 7500 остается. И в обществе очень много разговоров. Очень много хотелось бы, чтобы эти инвалиды
тоже были, на них было обращено внимание, хотя бы до 10 тысяч довести, что-нибудь придумать для них тоже. Ну, я думаю, что если у нас состоялась такая Очень много дискуссия, есть разговоров потребность, будет, да, да. обязательно это к этому вопросу. Алхаз Владимирович, я хотел бы перейти к вам. Скажите, за последние полгода Народное собрание Абхазии ратифицировало 2 межгосударственных соглашения. Одно касается полисов медицинского страхования, второе соглашение – это тема сегодняшнего нашего прямого эфира. Скажите, что касается полисов медицинского страхования, у вас есть конкретная информация от российских коллег, когда все-таки Госдума приступит к данному обсуждению закона федерального? Мы вот с Тамазом Мурмановичем общались на эту тему. Он обращается периодически в Госдуму, в профильный комитет с вопросом как-то определиться по срокам. Может, это некорректно даже звучит, но как-то определенности требуют граждане. Он обращается, пытается выяснить. Ну, вот буквально недавно ратифицировали в Госдуме ратифицированное нами первое соглашение вот, по льготным категориям. Ну, как нам ответили, в скором времени, вот буквально недолго ждать осталось, будет ратифицировано соглашение по обеспечению полисами страховыми. Просто надо понимать, да и для России это тоже миллиард чем-то нагрузка на бюджет страны. Это непростая процедура, которая должна быть просчитана, спущена в регион, и в регионе это все должно быть просчитано. Огромная работа должна быть проделана, и только потом будет, видимо, проведена ратификация вот, соглашения по полисам. С нашей стороны, в свою очередь, значит, тут Ахра, может, опережаю события, за тебя рассказываю, но определены пункты выдачи этих полисов. Частично какие-то там ремонтные мероприятия проведены, занимаются министерство реестром. Теперь уже, ну, это уже другой, получается, реестр фактически граждан Российской Федерации, проживающих в Абхазии. Постоянно. Ну да. Алхаз Владимирович, нам известно, что по линии абхазо-российского сотрудничества в Народное собрание поступило еще одно соглашение. Расскажите о его сути, что оно подразумевает. Значит, на ближайшей сессии будет ратифицировано в Народном собрании, надеюсь, что будет ратифицировано еще одно соглашение. Один голос за, Алхаз Два уже. Там, значит, тема соглашения – это оказание, опять-таки, гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, которые не покрывает страховой полис, так скажем, виды услуг. То есть это сложные операции там, на сердце, скажем. Ну, есть перечень услуг, которые не покрывает полис. Поэтому новому соглашению, оно, кстати, достаточно давно находится на рассмотрении, так скажем, ряд лет последних. Ну, не было возможности технически. Оно еще было подписано в 2013 году, да, насколько мне известно. Да. Ну, лучше поздно, чем никогда. Значит, предусматривается даже такая вещь, по зеленому, так назовем, паспорту нашему внутреннему гражданина Абхазии, он может получить на законных основаниях экстренную медицинскую помощь на территории Российской Федерации. То есть это первые экстренные, как правило, самые тяжелые дни, потом уже определиться с дальнейшей судьбой пациента. Это огромное подспорье. Ну, вот, хотя То есть бы... даже если ты не имеешь гражданства Российской Да, Федерации и да, соответствующего да, медицинского полиса, можно да, обращаться. да. А клиники какие-то, Алхаз Владимирович, определены или речь идет о территории всей Российской Федерации? Вообще клиники были определены уже давно. Фактически это соглашение, такой нонсенс был, оно работало в виде таких межведомственных соглашений. Потому что центры оказания этой помощи – это не такой большой список, это достаточно крупные центры Российской Федерации, это областные огромные центры. Их не так много, они и так, в принципе, определены, и так с ними работало наше ведомство. Фактически сейчас подведена просто юридическая база под ту работу, которая вот с 2013 года и велась. А речь идет о каких-то ежегодных квотах на получение высокотехнологичной медицинской помощи или нет такого? Ну, раньше, вот до сих пор было квотирование определенное, но это определяли не мы, а возможности тех центров, которые оказывают эти услуги. На одном таком сердечном, так назову, центре, представьте масштабы Российской Федерации, и еще мы туда добавляемся, пусть нас немного, но это огромный конвейер, в который надо встроить и наших граждан. Спасибо огромное. Я предлагаю снова вернуться к теме соглашения о лекарственном обеспечении. Ахра, если можно, расскажите нам, какой перечень документов нужно представить. Нас смотрят наши телезрители, я думаю, что многим из них это интересно. И куда можно обратиться? Непосредственно в Минздрав, в головную организацию? Нет, в Минздрав не нужно обращаться, значит, за этим вопросом. В начале, значит, подготовки регистра мы по телевидению объявляли, да, какие документы необходимы. Я сегодня в этой передаче тоже озвучу.
так как речь идет о гражданах Российской Федерации, постоянно проживающих в Абхазии, то есть одним из основных требований это наличие российского гражданства. Значит, для того, чтобы получить, значит, данную льготу, нужно обращаться по месту жительства. Значит, те граждане, которые обращаются при себе, они должны иметь, значит, документ, удостоверяющий инвалидность, абхазский паспорт и паспорт гражданина Российской Федерации. Другие процедуры необходимые уже при обращении там, значит, внесут их в регистр, пропишут лекарства и, соответственно, данные граждане будут получать препараты. Ольга Владимировна, а предусмотрена повторная переаттестация, возможно, если возникают какие-то сомнения у Минздрава? Готова ваша комиссия при Минсоце проводить такую работу? Или если есть удостоверение инвалида, это гарантия попадания в данный регистр? Нет, если гражданин получает пенсию по инвалидности, и у него есть справочка комиссии МСЭК о признании его инвалидом, естественно, это говорит о том, что он имеет право при наличии российского гражданства попадать в этот регистр. Правильно? Да, все правильно. А что касается новых случаев, соглашение подписано, если в дальнейшем, в последующем будут наши граждане получать ту или иную группу инвалидности, они могут претендовать на получение бесплатного лекарства? Я полагаю, что да, конечно. Это речь идет... Регистры, позвольте, я добавлю, Да. это не окончательный вариант, я до этого озвучивал. Постоянно идет формирование дополнений к регистру. Если новые инвалиды, их заносят. Если те инвалиды, которые уже имеют инвалидность, но не занесены в регистр, в поликлинику обращаются, их вносят и, соответственно, будут дополняют получать этот регистр. Да. А можем мы сегодня на начальном этапе реализации данного соглашения говорить о том, какой перечень лекарственных препаратов будет бесплатно выдаваться нашим инвалидам? И медицинские изделия, кстати, фигурируют в тексте соглашения. Что это за изделия? Изделия медицинского назначения, это я, значит, хочу сказать, что это лекарственная помощь и помощь по, значит, оказанию изделий медицинского назначения, это для амбулаторной части. И поэтому, значит, стационарных препаратов в этом перечне почти их нету. Амбулаторная часть, я так понимаю, это лечение на дому, я так понимаю, да? Вне стационара. Не стационара. А то, что касаемо стационаров, это уже у нас определенные программы есть, по которым, попадая, значит, в стационар, у нас и бюджет по стационарам будут, значит, получать помощь в стационаре. То, что, значит, касаемо, значит, лекарственных препаратов, вот что конкретно? Выписан рецепт, он берет этот рецепт. Утвержденный перечень, потому что этот перечень утвержден Российской Федерацией. Значит, у них по федеральному законодательству их есть закон, по которому, по федеральный закон, да, есть утвержденный перечень, это до 600 наименований препаратов, которые вошли, и в том числе медназначения. А непосредственно ваш департамент, ваше управление все 600 завозят на территорию Абхазии? То есть они в наличии по факту имеются здесь? Нет, смотрите, как это... Как на практике все это будет? 600 наименований, которые утверждены, когда уже составляется регистр, это персонально, на каждого человека уже врач, да, по программе заносит из перечня препаратов, которые необходимы ему. Все 600 позиций, значит, мы эти все 600 позиций не будем ими пользоваться, смотря, значит, аналитику на сегодняшний день, да, ну, процентов, значит, 80-90 из этого перечня, значит, те, которые у нас наши врачи назначают. И, соответственно... А вот технически, условно, январь месяц, 50 миллионов на счетах Минздрава. Вы получаете, закупаете, они на складах где-то у вас эти препараты находятся. И вы в течение года их выдаете. Как это будет происходить? Значит, на сегодняшний день все зафиксировано на бумаге, значит, нужно еще, вы как сказали в начале передачи, значит, с нашей стороны все сделали, отправили, ратификацию прошла, в России подписал президент. Но мы не получили еще подтверждения, чтобы о начале, значит, о выдаче препаратов.
Когда произойдет вся необходимая процедура в Российской Федерации, да, значит, уже когда нас оповестят, и мы уже будем их закупать. То есть со стороны Минздрава, значит, формировали перечень, значит, количество, и все это передаем в РУП «Абхазфармация», у которого на сегодняшний день есть пункты выдачи. Значит, вот до этого озвучивал, значит, представитель фонда. Это Сухум, значит, Гудаута, Ачемчира. И буквально уже стадия завершения, пока, значит, этот процесс еще не начался, вот стадия завершения, открытия, значит, пункта Парчал и Гагры. То есть наши люди, граждане, они будут получать ту помощь, которая им нужна. Да, вот весь Гагринский район будет в Гаграх аптека обслуживать, Гудаутский район в Гудаутах. Вот единственное, у нас в Гуллипском районе, да, вот нету. Выпадает, да, Гуллипский. Ну, по расстоянию, значит, мы их прикрепляем к городу Сухум. Естественно, значит, гражданам не нужно ездить с одного края, значит, в другой, чтобы получить лекарство. Выписываться будут препараты в поликлиниках. Человек, обращаясь туда, значит, в поликлинику, врач ведет прием. После приема, значит, ему выписывают рецепт, значит, электронный рецепт. Этот электронный рецепт автоматически будет регистрироваться в аптеке управления, чтобы дублирования не было и более рациональное расходование лекарственных препаратов. И вот такая система уже внедрена, и она ждет начала. Я так понял, что в соглашении, кстати, предусмотрено, что ежегодно Российская Федерация будет проверять Минздрав Абхазии в плане соблюдения точности внесенных в регистр инвалидов и так далее. Так ли это? Естественно, естественно. То есть мы заявку, которую вот направили, значит, в Российскую Федерацию, мы направили вместе с регистром. То есть в регистре есть, значит, персональный номер регистровой записи, да, значит, и диагноз по международной классификации болезней. И какие препараты данному, значит, гражданину выписано. Если несоответствие какое-то, уже они не будут принимать, значит, нашу заявку. И проверки, то, что вы говорили по поводу проверки. Мы будем отчитываться, значит, ежеквартально, значит, будем отчитываться. Ежеквартально даже. Да, будем отчитываться, значит, о проделанной работе, заявки у нас квартальные, значит, после того, что мы закупили, расходование, все это мы показываем открыто, потому что у нас электронная база, там все, значит, наглядно видно, кто имеет доступ к этой программе, то есть мы имеем и те, которые выписывают, имеют, и аптечное управление. Спасибо. Алхаз Владимирович, я хотел бы, немного перефразируя вопрос, который я задавал Руслану, адресовать вам. Вы возглавляете парламентский комитет по здравоохранению, делам ветеранов, инвалидов. Скажите, вот соглашение, которое ратифицировано и на днях, судя по всему, вступит в силу, насколько снимет напряженность в социальной сфере? Ведь наверняка каждый день вам приходится принимать десятки граждан, инвалидов, у которых те или иные проблемы. В первую очередь, вот прямо сегодняшняя проблема – это отправка наших граждан на лечение за пределы Республики Абхазия. Это ближайший к нам Краснодарский край, клиники Ростова и Москвы, Московская область. Вот это горящий вопрос. С 15-го, где-то 14-го годов накопилась определенная сумма задолженности. Сейчас с этого года, вот с 16 января, начались, поэтапно началось погашение этих задолженностей. Ну, не охвачены, например, пока там первая краевая больница Краснодара, к сожалению. Куда отправляется значительное количество. Основной вал, куда направляется, это достаточно крупный, многопрофильный, вот что главное, центр, где есть отделение грудной хирургии, сердечных патологий.
Это наш бич основной сегодня, это болезни сердца, онкологические заболевания. Сегодня мы их не можем отправить, пока еще работаем по прежним положениям, по старинке, так скажем, мы оплатите, мы пришлем, пропустите и так далее. Если вступает в силу соглашение, тоже по полисам, то же самое. Большинство населения Абхазии обеспечены гражданством Российской Федерации, вопрос снялся автоматически. Проходит человек здесь, там предусмотрена определенная комиссия, куда направить человека, с чем, с какими документами, кого-то на машине направлять. Это тоже вопрос транспорта будет решаться, насколько я знаю, параллельно. Конечно, снимется огромный груз. Сумма по вот этому соглашению о льготных категориях 50 миллионов тоже не просто цифра появилась, это просчитанные категории, просчитаны нозологии, просчитан перечень препаратов, вышла такая сумма. Это огромное подспорье для нас. Если взять в масштабах вообще страны и каких-то перспектив, может быть, помимо, естественно, должны благодарить соседнее государство за такую поддержку. И для нас должно быть время задуматься. Это такой временной карт-бланш мы получили, чтобы вернуть эти проблемы, что ли, на себя самих, обеспечить своих граждан должным уровнем медицинского обеспечения и социального в целом. То есть надо думать немножко дальше, лет на 10 вперед. Это все сегодня звучит хорошо, мы не знаем, какая будет ситуация завтра. Сможет ли Россия при всей ее мощи и величии, сможет ли она продолжать оказывать такую помощь в таком объеме? Это же от нас не зависит, к сожалению. Кстати, что касается задолженности перед российскими лечебными учреждениями, в рамках принятия закона о республиканском бюджете парламент был проинформирован, что работа началась, и в первом квартале вроде бы эту проблему по этому пункту там уже отправлено, от этой суммы, скажем, где-то 5-я часть уже погашена. Это уже огромные сочинские клиники, например... Возобновили прием? Да, возобновили прием, задолженность там погашена, насколько мне известно. Хорошо. Вот так. Спасибо. Ольга Владимировна, не могу вас не спросить в рамках сегодняшнего прямого эфира, хотя напрямую мой вопрос не касается темы сегодняшнего разговора. И тем не менее, мы много сегодня говорили о реализации договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, в рамках которого, собственно говоря, и подписаны соглашения, о которых речь шла. Скажите, в нашем обществе было очень много споров вокруг этого документа. И тем не менее, один из документов предусматривает повышение пенсии, размера пенсии гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Абхазии, и доведение ее уровня до среднего по Южному федеральному. Скажите, эту задачу удалось реализовать? Да, этот момент был прописан тоже в международном договоре, в соглашении в области пенсионного обеспечения между нашими двумя странами, Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Значит, на 3 года рассчитано было это доведение 15, 16, российских пенсий нашим гражданам России, проживающих в Республике Абхазия, до размера среднего Южного федерального округа 10 179 рублей. Да, эту работу Российский пенсионный фонд, естественно, проводит без остановки и провел, в общем-то, уже ее. И наша Республика Абхазия, насколько возможно, мы гражданам тоже все это разъясняем, объясняем. Консультационные пункты Российского пенсионного фонда, которые на территории нашей страны действуют, работают. Вся эта работа, в общем-то, уже проведена, потому что она была рассчитана только 15 года, 15, 16 и 17 год. Это надбавки, которые были предусмотрены. Это так называемые ДМО, дополнительное материальное обеспечение, которым доводился размер пенсии гражданина, изначальный, который был, поэтапно в каждом году свой процент. И доводился до этого размера. У кого-то этот размер пенсии получился 10 179. У некоторых граждан, у которых изначально пенсия была невысокого размера, может быть, она и не дошла до этой цифры, до 10 тысяч. Но, тем не менее, она выросла. Конечно, однозначно. Ольга Владимировна, а мы можем сказать в абсолютных цифрах, насколько увеличилась пенсия в среднем за эти 3 года? С 15-го, как была начата реализация? На
так это навскидку, это, конечно, вопрос российского В пенсионного среднем, фонда. да. Я не совсем в моей прерогативе отвечать на этот момент. Я ориентирую, у всех по-разному, естественно, но от 2000 и выше. От 2, я полагаю, так. Спасибо. Более точные цифры у российского пенсионного фонда. Ясно, только мы можно обязательно к ним узнать. обратимся в последующем. Руслан, скажите, пожалуйста, вы говорили о высвобождающихся средствах в бюджете фонда инвалидов. Скажите, какие первоочередные задачи стоят перед вашим фондом? Хотя мы прекрасно понимаем, что их очень много, но тем не менее, вот те средства, которые будут освобождаться по лекарственному обеспечению, куда вы хотите направить? Ну, куда направить у нас, я говорил уже много. Ну вот по разговору, по общему, я уже чувствую, что полностью с фонда инвалидов снят проблему обеспечения инвалидов лекарственными препаратами. Мне кажется, вряд ли удастся. Она Потому что есть те, кто не имеет российского гражданства. Это самое. А то, что высвободится деньги, пусть никому не будет удивительно, но у нас есть такие статьи расхода, как погребение инвалида, о которых в данный момент, даже прошлого года, документы лежат не оплаченные, не выданные. То есть, назови там социальная статья или как-то материальная поддержка, как хочешь. То есть у нас много куда, и даже в плане протезирования тоже, и материальная какая-то поддержка необходимая, потому что очень много проблем. Я знаю очень много людей. Вот, например, когда я сюда ехал, некоторые инвалиды даже попросили мне, если получится, озвучить такой вопрос. Вот, очень часто фонд Ассоциации инвалидов обращается с письмом с ходатайством на шагу. На шагу – это на шагу. Хасский государственный университет, где ребенок инвалида войны учится и в каком-то снисхождении просится. То есть это уже автоматически должно делаться. По оплате за обучение? По оплате за обучение, естественно, конечно. Вообще, говоря... Кстати, я знаю многочисленные примеры, когда руководство университета идет навстречу. Как это плачевно было, так оно и есть. Вот, например, я имею такую цифру, что в данный момент собственного жилья, конкретно вот 320 человек инвалидов примерно снимают жилье, инвалидов войны. Снимают жилье в городе вот здесь, чтобы, ну, по разным причинам сами живут, может, и студенты там, не знаю его, но 320 человек. У очень многих крыши домов ломаются, окна ломаются, но уже постарело. Помогать надо людям. Даже очень часто бывает, что вот инвалид сам больной, вес кривой, уже никакой, но у него ребенок талантливый, хороший ребенок, по лимиту попал в Россию, учится там, у него нет возможности поддерживать его, он приходит иногда в самый фонд, старается получить деньги, говоря, я на лечение поеду в Россию, на самом деле никуда не едет. Он эти деньги берет и отправляет ребенку на то, чтобы содержать его там, или даже в школу отправить ребенка. То есть таких вещей у нас, к сожалению, много. А так, в общем говоря, в фонде инвалидов, в данный момент в фонде инвалидов проходит проверка, КРУ проводит проверку. Ежегодно, каждый год в фонде проводится проверка финансовая. И контрольная палата проводила в прошлом году, в данный момент самый КРУ проводит. И нарушения фактически какие-то мизерные, то есть если кто-то думает, что технического характера, там, скажем, статья расходов на определенную часть закончилась уже, да, вот все полностью, и то руководство фонда просит Кабмин парламент, оттуда получает разрешение, чтобы на другую статью залез, чтобы эта статья продолжать работу. И помимо этого, то есть каждый год, потом сейчас у нас есть казначейство. Каждый документ, подписанный на снятие со счета деньги фонда инвалидов, проходит через казначейство. То есть она фактически обратно дублирует. Казначейство близко, значит, она как положено, каждый документ, она имеет положение наше, проверяет и ни за что не пропустит документ, который не в ту сторону будет направлен. Зная об этом, руководство фонда стараются работать четко, ясно. Фактически у нас в этом плане, слава богу. Ну и отлично. Да. Уважаемые друзья, коллеги, лично мои вопросы исчерпаны. Я получил исчерпывающие от вас ответы. Но, возможно, есть темы, которые мы еще не осветили. Может, кто-то из вас хочет что-то добавить?
Ахра, Алхаз, Ольга Владимировна, Руслан. Я хочу добавить, если можно, вот как раз за то, о чем мы говорили, говорят на самом деле вот инвалиды войны первой группы, второй группы, я давно до этого хотел говорить, выходить, говорит сам правительство, президенту, всему о поднятии пенсии. Но когда я думаю, что в каком положении мы находимся, в каком положении находятся просто инвалиды детства, инвалиды, гражданские инвалиды не войны, это, честно говоря, трудно было выговаривать такие вещи. Но и тем не менее, вот сейчас вот мы просили, 7500, вы сами знаете, на самом деле на хлеб не хватит. 10 тысяч инвалидов первой группы, на это содержаться очень трудно. И добавили на первой группе еще 10 тысяч. Так говорят. Я хочу попросить, пользуясь этим случаем, попросить дать конкретную информацию. Когда и как будет добавлено и будут получать инвалиды. Потому что очень многие спрашивают друг у друга, там и разные версии. Вот часто слушают режиссеры и редактора Абхазского телевидения. Я думаю, что в рамках подготовки информационного выпуска завтра, в пятницу, тема эта обязательно прозвучит. И я хочу еще обратиться, пользуясь случаем. Я понимаю, что уже мы вошли в другой год, 18, в бюджете это не указано. Так получилось, что мы не смогли это довести конкретно, но главы администрации городов и районов, пожалуйста, обратите внимание на инвалидов войны, на их дома, проведите какой-нибудь мониторинг, начинайте поэтапно решать. Каждый год все хуже и хуже и хуже. Если сегодня не начинать вопрос жилья, то есть ремонта или что-то другое. Если сегодня уже не начинают вопрос этот снимать, то это приведет к очень плачевным. Я уже давно говорю, она наслаивается, и это выйдет очень хорошие вещам. Ну, коль мы решили, так сказать, спросить, подвести итоги каждого из вас, Ольга Владимировна, будьте добры, вам слово заключительно, может, вы хотели бы что-то добавить к сказанному? Я понимаю, конечно, вот правильно Руслан говорит, озабоченность по поводу невысоких размеров пенсии, ну, и для инвалидов войны, но я всегда еще говорю о том, что нужно подумать, при всем уважении, естественно, к вашей категории, Руслан, подумать о наших других гражданах, которые получают социальную пенсию. 400 рублей. 150 рублей 150. Социальная пенсия по инвалидности третьей группы. Которые дети-инвалиды у нас есть. Но министерство доплачивает еще 1000 Инвалиды рублей. от общего заболевания доплачивает только тем, которые не получают никакую другую больше пенсию, никакого другого иностранного государства. Да. Инвалиды от общего заболевания. Первая группа 400 рублей. Я всегда еще и думаю о них, помимо вас. Понятно. Поэтому все очень, естественно, сложно. Кстати, опять вы натолкнули меня на мысль, Алхаз Хадиевич, по вашей инициативе была создана рабочая группа в парламенте Республики Абхазия. Вы активно приступили, и я так понимаю, что к весне этого года вы должны представить конкретные предложения. Речь как раз идет об оптимизации, упорядочении вот всей социальной. Название Леон рабочей группы по разработке доработке законодательства в социальной сфере. Коллега вот заместитель Руслана Аджба, Карина Паршина вот присутствовала здесь у нас. Она входит в эту группу. Один из законов, который пытаемся рассмотреть, это такой тяжелый, всеобъемлющий закон, который решал бы частичные проблемы инвалидов, ветеранов войны. Это закон о социальном обслуживании граждан. Все нормативы, они устарели, они не отвечают сегодняшним параметрам. И опять-таки натыкаемся на ряд объективных проблем. Это минимальный размер оплаты труда. Установить, попробуйте вы его и принять за основу. Или прожиточный минимум определить. Есть трудности. АМРОТ у нас сегодня 60 рублей, да? Да. Да, 60 По рублей. большому счету, вся пенсионная система в нашей стране, естественно, требует просто-напросто большого реформирования, Конечно. потому что иначе не получится. Мы пользуемся законодательством СССР 90-го года. Но это уже просто невозможно, в самом деле. И перед людьми стыдно, если честно. Есть рабочая группа, есть намерения. Я так думаю, что в самое ближайшее время... Перебью, Леон, Да. если касаемо закона о социальном обслуживании граждан, я думаю, то мы
и к весне не успеем, потому что это настолько огромный труд титанический, который вот, коллеги должны провести. И как мы сможем это, даже приняв этот закон, как его претворить в жизнь, в отдельный вопрос, это нагрузка на бюджет. Иначе, если мы не пойдем сегодня на какие-то решительные меры, то через энное количество, очень небольшое количество лет у нас число работающих будет в разы меньше получателей льгот или пенсионеров, и будет просто социальный коллапс, который неизвестно чем закончится. Подумаем, все будет хорошо. Спасибо большое. Ахра, будьте добры. Да, вот я что хотел добавить из нашего обсуждения. Мы все время разговариваем о льготном обеспечении граждан Российской Федерации. И, наверное, стоит вопрос у граждан нашей республики, которые не имеют этого гражданства, естественно. На 2018 год, чтобы наши граждане не переживали, потому что получается так, что если ты не имеешь гражданства, то льготы не имеешь. Нет. Я вот со стороны Министерства здравоохранения хочу заявить, что в 2018 году есть целевые программы, значит, по сахарному диабету, по кардиологии, по, значит, детям инвалидов, значит, для детей до 1 года. Значит, все эти программы, они будут работать. И, естественно, те, которые помощь не будут получать значит, по данному соглашению, будут получать помощь из этих целевых программ. А какая сумма зарезервирована в бюджете Минздрава? Значит, сумма, значит, по целевым программам, они разные. И, значит, в районе, если я не ошибаюсь, вот если взять отдельные программы, там, по туберкулезу, да, там, по 15 миллионов, по сахарному диабету до 10 миллионов. Там оказание помощи кардиологическим больным в стационаре там, до, значит, 2 миллионов рублей. И вот так сейчас точную цифру я не могу назвать, но есть эти программы, довольно-таки мы отрабатывали их, это не сели и не написали, это мониторинг прошлых лет, и соответственно, то, что в силах наших, да, на сегодняшнее время, мы стараемся, значит, сделать для того, чтобы оказать эту помощь. Спасибо огромное. Я думаю, что на этом мы завершим. Наша передача подошла к концу. Мне остается поблагодарить вас, уважаемые гости, за интересные ответы, за интересный разговор. Вас, уважаемые телезрители, поблагодарить за внимание. Увидимся через неделю на канале Абхазского телевидения. Всем доброй ночи. Абзерес.